Когда погиб папа, это был 2005 год, кстати, да, 10 июня 2025 года, ровно 20 лет, как его не стало. Понимаете, я, во-первых, никому не пожелаю проходить через убийство члена семьи, тем более близкого родного человека, да. Это огромный стресс. Как-то сразу все так в жизни сложилось очень, неоднозначно. Я сама по себе очень веселый, улыбающийся, очень активный, экстравертно ориентированный, скажем так, человек, да, экстраверт по жизни. Но если говорить таких определяющие моменты моей жизни, вот события, да, это вот смерть моего папы, после которого я очень долго, я считаю, что я до сих пор восстанавливаюсь, наверное, да, но я погрузилась, слава богу, что на тот период было очень сложной ситуацией. Но я вам так для примера скажу, какого масштаба эти были ситуации, чтобы вы так ориентировались. Представьте, пятница, 6 утра, 6:53 по лондонскому времени. Мой младший брат и я у него в общежитии за границей. Я на кровати, он на полу спит, да, вообще в комнате в общежитии. И вот я не знаю, какая-то вот сила, я просто подскочила в кровати, проснулась, и как будто землетрясение произошло, да, и я начинаю буквально вот задыхаться. Естественно, мой братик мой просыпается, там, Лердей, что случилось? Я говорю, я не могу, у меня, говорю, сердце так бешено стучит, я не понимаю, я не могу понять, в чем дело. И приходит сообщение на телефон. Буквально 2 слова: папу убили. Это моя сестренка прислала СМС. Это вот 20 лет назад. Мы собираемся, нет обратных билетов. Там вот те мои однокурсники, с кем я училась, они мне помогли. В общем, мы прилетаем в Бишкек уже в день похорон. Прилетели, мы его похоронили. Но в тот день, когда его убили, мне звонит, вот помимо этого сообщения, я разговариваю с домом, и мне говорят, у нас вот его только что убили, это вот час буквально до пятничного намаза, это 12:53 обеда. И буквально через несколько часов на весь наш семейный бизнес, порядка на каждый объект, огромные правоохранительные органы, налоговые органы, огромная армия там проверяющих органов, вот, да, это как вот эти стервятники, да, вот, у меня такое ощущение было, да, мне 25-26, я не была готова к этому, потому что буквально за 2 дня до смерти моего папы я ему звоню и говорю, пап, да простит меня Бог, да, я говорю, пап, я поступила на PhD в ЛСИ, это вот моя мечта, я всю жизнь мечтала в академической сфере быть. Я хочу вот дальше продолжить там докторантуру, я получила грант, я буду учиться, все, на 3 года я уезжаю. В Лондоне? Да, и Лондонская школа экономики. И отец, по телефону у него был очень такой грустный голос, и он мне говорит, там тогда парламент состоял из собрания народных представителей и законодательное собрание, да, из 2 палат. И он одна из них, законодательное собрание, там они только писали законопроекты, и они не имели права заниматься предпринимательской деятельностью. А собрание народных представителей, они имели право заниматься предпринимательской деятельностью. И вот он был в ЗС, и вот он мне говорит, законодательным, да, и вот он мне говорит, я, говорит, ухожу туда, я больше не могу заниматься предпринимательством, ты должна вернуться, ты будешь заниматься бизнесом. Это 8 июня 2005 года. Я вот у своего брата, я там как раз вот с документами тоже вот поехала его навестить. 8 июня, это получается 2005 уже год. После переворота, это уже после, новая власть. После 24 марта. Да. Вот. И получается, и он по телефону очень грустный, и тогда он мне сказал, ты должна вернуться. Ты мой старший ребенок. И вот какая-то странная фраза. Если что-то со мной случится, я знаю, ты справедливая, ты присмотришь за мамой,
ты вот присмотришь за младшими сестрами и братиком, вот я на тебя могу положиться. Это за 2 дня до того, как его убили. И получается, через 2 дня его застрелили.